Рационализаторов-инноваторов ценят на любом производстве, ведь благодаря им предприятие может оптимизировать свою работу и сократить финансовые затраты. В «Алроса» таких работников немало, но далеко не все предлагают действительно ценные идеи. У специалистов одного из цехов Нюрбинского ГОКа это получилось, и на достигнутом успехе они останавливаться не собираются. Тему продолжит Роман Муконин. Добыча полезных ископаемых открытым способом связана с использованием взрывчатых веществ. Их доставка – непростая задача, особенно если речь идет о накинской производственной площадке. Сейчас здесь разрабатывают два карьера – Нюрбинский и Бутуобинский, поэтому эмульсионную взрывчатку применяют тоннами, а это десятки миллионов рублей. Вот и решили местные специалисты удешевить процесс, найдя замену дорогостоящим импортным компонентам. Авторы предложения, молодые руководители Олег Пронькин и Владимир Горюнов, нашли китайский аналог особой эмульсии, необходимой для производства взрывчатки. Она оказалась на порядок дешевле, но на этом останавливаться не стали. В результате практических экспериментов рационализаторы обнаружили, что отработанное машинное масло тоже работает как связующее вещество в составе взрывчатой смеси. До того, как стали использовать мы, единственным потребителем был энергокомплекс. Они его сжигали. Но постоянно стоял вопрос, что энергокомплекс взять может только определенный объем. То есть его надо было где-то хранить или уничтожать, сжигать, захоранивать. Сейчас то, что был излишний объем, забираем мы. И это взрывчатое вещество, помимо того, что оно, отработанное масло, помимо того, что обладает нулевой стоимостью, оно удешевляет производство эмульсионных ВВ, и оно уходит у нас в производство. К примеру, эта зарядная машина выпущена специально для Нюрбинского ГОКа по схемам Олега Пронькина и Владимира Горюнова. Проект оказался успешным, и завод-изготовитель запустил автомобиль в серию. В итоге удалось удешевить производство взрывчатки и организовать утилизацию отработанных масел. Последнее может расцениваться как еще один экологический проект «Алроса». Замена дорогостоящих импортных компонентов принесла весомый экономический эффект в 15 миллионов рублей.